Добрый вечер, дорогие друзья! На телеканале Якутия-24 стартует второй республиканский интерактивный телевизионный песенный конкурс «Вот это да!». Завершилось СМС-голосование за участников от города Томмота. Наибольшее количество голосов набрала Мальвина Аверина. Мой первый день без тебя, с голых небес брошенный свет. Мой первый день без тепла, твоих рук, твоих глаз, день, в котором нет нас больше нет. Ангелина Дубовая и Мальвина Аверина примут участие в финале конкурса «Вот это да!», который состоится 25 февраля в прямом эфире. Генеральный спонсор нашего проекта – компания «Полиметалл». Полиметалл – один из лидеров по добыче драгоценных металлов в России. От геологоразведки до эксплуатации производств. В Якутии компания реализует два крупных проекта – на Нежданинском золоторудном месторождении и серебряно-полиметаллическом месторождении в Верхоянье. Самая главная ценность для компании – это люди. Сегодня свое вокальное мастерство продемонстрируют участники нашего проекта «Вот это да!». Они представляют разные города Якутии. И наши дорогие телезрители смогут убедиться в том, что наш регион богат не только полезными ископаемыми, но и настоящими талантами. В этом конкурсе определятся два победителя. Одного победителя определят наши члены жюри, а второго – вы, дорогие телезрители. Оценить мастерство вокалистов, представляющих разные города нашей республики, поможет профессиональное жюри. С этой минуты началось СМС-голосование. Каждый из наших телезрителей может отдать свой голос и поддержать своим голосом кого-то из наших участников. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 СМС-сообщение со словом «Ход», а также номером участника, который будет продемонстрирован на экранах. Ну а я спешу предоставить этот микрофон нашей первой конкурсантке, которая представляет город Покровск. Огненная девушка Наталья Никитина. Она исполнит композицию «Я огонь, ты вода». Настоящая хранительница домашнего очага и, судя по ее специально приготовленному костюму для нашего конкурса, хранительница и ценительница национальной культуры. Меня зовут Наталья. Я родилась в городе Мирном, родом Мегано-Кангласского района, село Табага. Я вот попала в этот конкурс, вот это да. Да, вот это действительно да. Я всегда с детства любила петь и участвовала в разных конкурсах. У нас был ансамбль, в музыкальной школе я училась и закончила. И сейчас я живу в Покровске, Хангаласском улусе. И село Булгуняхтахи, у нас есть тоже ансамбль, и мы тоже участвуем в разных конкурсах. А в Покровске я в основном пою сольно. И с детства я люблю шить, и это для меня сейчас основная работа. Мой муж работает в охране природы. У нас есть 5-месячный ребенок, Кескеляна. Мы с семьей вместе ездим в Ботума отдыхать, купаться, ловить рыбу, собираем лесные ягоды. И желаю конкурсантам всем удачи. Я загрущу, ну а ты рассмеешься по-разному. Все с тобою у нас. Знаю, ко мне все равно. Ты вернешься, хоть мне нелегко. В разлуке сейчас быстро закрутилась. Не верите, но
между нами ни грусти, ни боли ведет за собой нас ниточка нить. Пусть далеко ты, но все в нашей воле, а значит с тобой нас не разлучить. Быстро закрутилась, не веретено. Только все равно я огонь, ты вода, где слова там песни, там где ты, там и я, словно тень и свет. Я огонь, ты вода, но опять вместе, там где ты, там и я, хочешь или нет. Я огонь, ты вода, где слова там песни, там где ты, там и я, словно тень и свет. Я огонь, ты вода, но опять вместе, там где ты, там и я, хочешь или нет, хочешь или нет. Вместе мы пройдем огонь и воду, снова приведут все пути домой. Отпустил меня ты на свободу, только все равно ты всегда со мной. Я огонь, ты вода, где слова там песни, там где ты, там и я, словно тень и свет. Я огонь, ты вода, где слова там песни, там где ты, там и я, хочешь или нет, хочешь или нет. Наталья Никитина. Наталья, всегда сложно открывать мероприятия. Скажите, как вы думаете, справились ли вы с вашей участью, скажем так, ответственным миссией такой? Нет, ну, немножко, да. Ну, очень волнуюсь. Правда? А вот совершенно незаметно, что вы волнуетесь. Прекрасное живое, по моему мнению, исполнение. Прекрасный костюм, который вы приготовили для нашего конкурса. Ну, я думаю, что, наверное, добавляет вам большую порцию спокойствия тот факт, что за сценой вас ждет ваша семья, ваш супруг и 5-месячный малыш. Давайте узнаем вместе мнение нашего уважаемого жюри. А Лариса Алексеевна, вам как даме первой предоставим слово. Но я хочу вас поздравить, что вы приняли участие в таком замечательном конкурсе. Вот это да. И хотела бы сказать, что хороший голос у вас, но мне вот показалось, что вот нижние ноты, которые не прозвучали так, как хотелось бы, потому что из-за этого пострадала дикция где-то. Вот нижние ноты, да? Хотя у вас верхний регистр очень звонкий, и мне хочется отметить, что вы очень выразительно пели с настроением. Вы мне дали этот тонус, да, эмоциональный. Спасибо. Но я думаю, что в следующий раз, может быть, вам надо было бы выбрать песню более, по голосу, чтобы не было тех моментов, которые будут причинять вам какое-то неудобство. Спасибо большое. Я хотела бы слово сейчас передать Владимиру Петровичу. Что скажете вы? А мне Наталья очень понравилась. Во-первых, начинать любой первый шаг всегда сложно и непросто. Мне кажется, она справилась и довольно-таки убедительно. Я убежден, что это настоящий огонь. Песня ведь так и называется «Я огонь». Огненную певицу я услышал и прочувствовал. Вот это да. А самое главное, глаза тоже горят. Стас Петрович, председатель нашего жюри, что скажете вы? Ваш вердикт. Наталья, спасибо за выступление. Вот действительно, правда, заметили, вам чуть-чуть низко фонограмма звучит. Подняли бы фонограмму хотя бы полтона выше, соответственно, по-другому звучало бы. Действительно, низкие там голоса чуть-чуть были спеты не очень выразительно, скажем. Вот. А у вас потенциал наверху подниматься есть, на самом деле. Очень такой хороший тембр, хорошая песня. Спели так позитивно. Мне понравилось вот это «да». Желаю вам удачи. Не бросайте это дело. Пойте. Поднимайте всем настроение. Семье привет. Спасибо.
Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас действует СМС-голосование. За нашу Наталью мы призываем проголосовать как минимум весь Покровск, ну и всех, кто прочувствовал настроение от нашей Натальи. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 слово «Ход» и номер участницы, который вы видите на своих экранах. Все, выступила наконец-то. Я стала первой участницей и, конечно, очень волнуюсь. Сейчас уже все отпустила и еду домой со своим ребенком, мужем. Наш следующий конкурсант Максим Кузьмин. Он представляет город Алекминск. Композицию, которую он исполнит, называется «Синяя вечность». Встречаем нашего галантного участника. Меня зовут Кузьмин Максим Леонидович. Я представляю Алекминский улус, село Дельгей. Я учитель музыки. В селе тружусь в школе с детьми. В школе у нас есть ансамбль, куда дети с удовольствием ходят. Прививаю детей к музыке. Музыка мне очень помогает. Она помогает мне в мои трудные минуты жизни. Люблю ее слушать, классику. Также я музицирую на баяне, на фортепиано. Учился я в педагогическом колледжном музыкальном отделении. Там у меня были прекрасные преподаватели, которые научили меня по-настоящему петь. Свободное от работы время. У меня есть хобби. Я люблю охоту. К сожалению, не рыбак. Но охота, связь с природой. Я это все стараюсь поддерживать. И даже на природе пение птиц, журчание ручейков, дуновение ветра для меня это тоже музыка. О проекте я узнал из Управления культуры Алекминского района. Они меня пригласили перед Новым годом спеть для них, и после этого предложили мне поучаствовать в этом замечательном конкурсе «Вот это да». Я с удовольствием согласился. Пожалуйста, болейте за нас, за алекминчан. Всем привет! Море вернулось говором чаек, песней прибоя, рассвет пробудив. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу, им детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой.
Максим Кузьмин, спасибо вам за это красивое, поистине тонкое исполнение. Почему вы выбрали именно такую композицию? Ее, наверное, только психологически зрелый мужчина может спеть. Ну, мне всегда нравилось творчество Муслима Магомаева. Особенно приятно это слышать. Так. И у меня, в принципе, голос баритон. Более-менее подходит для меня эти песни. И эмоционально для меня тоже подходит. Я знаю, что среди ваших увлечений есть такое вот увлечение, как игра на баяне. Дома играете в свободное время. Кто вас приучил? Откуда баян дома? Мой отец был баянистом-самоучкой. Мне в детстве очень нравилось слышать, как он играет. Ну и впоследствии, когда я поступал на обучение в колледж, я выбрал баян, конечно же. Спасибо вам огромное. Давайте вместе послушаем, что же скажет наше уважаемое жюри. Владимир Петрович, скажите ваше мнение, пожалуйста. Ну, конечно, мы все выросли на этой песне, на песне замечательной певце Муслима Магомаеве. Вот, и поэтому, когда человек, любой человек, даже профессиональный, даже самодеятельный, если берет, включает в свой репертуар эту песню, он должен петь лучше оригинала. Но это мое личное мнение, конечно. Поэтому я, конечно, ожидал более яркого выступления, более четкого тембральной краски, потому что все певцы, которые я слушал, даже вот в исполнении солистов нашей Якутской государственной филармонии, и моего ученика Григория Чернецова, вот, конечно, поэтому у меня есть идеал, на который должен певец, исполняющий эту песню, должен петь, не исполнять, выражать, скажем так. Поэтому я не могу сказать вот это «да». А насчет чистой интонации, конечно, то, что вы музыкальный, это бесспорно, бесспорно. И вы говорите баритон, да, но мне послышалось, что вы баритональный тенор. Поэтому мне хотелось бы вам предложить другие песни. Например, вы слыхали, как поют дрозды? Вот такие песни были, там, где можно показать и баритональный тенор, и теноровую немножко окраску. Мне кажется так. Это мое мнение. Спасибо. Владимир Петрович, спасибо за вашу аргументированную критику. Говорю, что наш конкурс не только для того, чтобы послушать критику, но и вот послушать заодно дельные советы от мастеров своего дела. Ну, Лариса Алексеевна, я надеюсь, что вы впечатлились так же, как и я. Ваше мнение? Но я могу сказать, что мне понравился голос. Он такой ровный по всему диапазону, и хорошие низы, и середина есть крепкая, и верха свободные. Единственное, что я хотела бы сказать, что вот в куплете самом хотелось бы больше выразительности, наверное. Немножко как бы они все были похожи, одинаково спеты. На самом деле там и по тексту можно было бы найти какую-то окраску. Но вообще я считаю, что, конечно, из репертуара Магомаева брать песни — это рискованно. Но тем не менее мне понравилось ваше выступление. Вот спасибо, работайте дальше, пойте, радуйте. Спасибо. Дамы в кадре телеканала восхищены. Давайте услышим мнение Стаса Петровича. Максим, вы преподаете баян, да? Нет, я учитель музыки в средней школе. Ага, а вы по специальности баянист? Нет, я учитель музыки в средней школе и учился в педагогическом колледже. Там нам преподавали два инструмента: специнструмент баян и дополнительный инструмент фортепиано. Угу. Я скажу так, конечно, тембр очень хороший. Тембр очень хороший. Я скажу, чуть-чуть вас сегодня похвалю. Почему? Потому что, во-первых, конечно, песня знакомая, песня такая знаменитая, и вы взяли эту песню и по-своему спели, с душой. А то, что вот такие технические моменты какие-то, да, конечно, безусловно, так как вы не учились, мне кажется, простительно. Прости. Да, Владимир Петрович? Вот. Спасибо вам огромное. Я бы хотел, если вот у вас талант есть, у вас музыкальность, и, соответственно, я хотел бы, что, совет мой такой, занимайтесь по вокалу,
у вас хороший тембр, и развивайтесь. Это вам в дальнейшем очень сильно поможет. Потому что я чувствую, что вы очень музыкальный человек, вы интонируете правильно. Спасибо большое. Дорогие друзья, я хочу сказать, что за нашего конкурсанта Максима Кузьмина нужно проголосовать, потому что он всю душу вложил, как отметили члены нашего уважаемого жюри. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 смс-сообщение со словом «ход» и номером, который вы видите на своих экранах, номером нашего участника. Голосуйте. Очень понравилось. Организация очень хорошая. Для меня это большой опыт. Очень понравилось то, что жюри — это профессионалы своего дела. Их критика для меня очень полезна. Я буду все это воспринимать, внимать. Всем спасибо. Наша следующая конкурсантка Ксения Грищенко. Она с 15 лет пишет свои авторские песни. Сегодня она получает образование и буквально в скором времени станет профессиональным педагогом по музыке. Конечно же, за ее плечами уже есть участие на разных конкурсных площадках, но телевизионный конкурс «Вот это да» станет для нее новой вершиной. Всем привет! Меня зовут Ксения Грищенко, и я участница телепроекта «Вот это да». Я родилась и выросла в поселке Максоголох. С 6 лет моя бабушка отдала меня в музыкальную школу, где я окончила класс хореографии. Тогда я поняла, что именно свою жизнь я свяжу с музыкой. В подростковом возрасте я начала заниматься в вокальной студии «Цветущий сад». Мы ездили по разным городам, прошли очень много конкурсов, где я была лауреатом, дипломантом и даже победителем некоторых конкурсов. Помимо того, что я занимаюсь музыкой, еще я занимаюсь воспитанием своей доченьки. Ее зовут Аделина, ей всего 5 лет, а она уже связала свою жизнь с музыкой. Она у меня скрипачка. Когда нам было мало лет, а жизнь уже свое брала, мы в полночь погасили свет, и нас с тобой луна свела. She's got it, your baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Desire, desire. Скажи своим заботам прочь, пусть прошлое мелькнет в глаза, и наша станет эта ночь, как много лет тому назад. She's got it, your baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Когда нам было мало лет, а жизнь уже свое брала, мы в полночь погасили свет, и нас с тобой луна спила. She's got it, your baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. I'm your Venus, I'm your fire, your desire.
Огонь on a motion top. They burning like a sleeping flame. They tell me no beauty and love. Oh, 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 I've been asked what's your name. She's got it. Your baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus. I'm your fire, your desire. 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 Ксения Грищенко. Ксения, я знаю, что вы увлекаетесь психологией. Ну, идите сюда чуть поближе, что вы так отбежали от меня. Вы увлекаетесь психологией. Давайте мы, глядя на членов нашего жюри, определим, какие у них будут оценки. Поругают или похвалят? Как вы думаете? Ну, мне кажется, наши члены жюри строгие, но в меру. Мне кажется, что... Поддержат. Да. Поддержат. Я очень надеюсь. Лариса Алексеевна, ну, оправдайте наши ожидания и надежды, возложенные, главное, на вас. Ну, спасибо, что вы показали как бы свою разносторонность в том плане, что использовали в этом выступлении знаменитую песню, да, которая песня была нашей молодости. Но мне казалось, что, наверное, в репертуаре наших вот рок-музыкантов нашлась бы для вас очень подходящая песня, точно. Я, конечно, не хочу сказать, что как бы мне не понравилось ваше выступление, но хочу сказать, что энергии было мало как-то. Вот не хватило мне этой энергетики такой, знаете, пробивной. И вот если бы вы нашли из репертуара, скажем, Земфиры там, может быть, это бы прозвучало намного лучше. На мой взгляд, эта песня как бы не ваша. Но, в принципе, всегда надо с чего-то начинать и где-то пытаться развиваться. Поэтому я желаю вам удачи. Спасибо большое. Владимир Петрович, мы с удовольствием хотели бы услышать ваше мнение, ваш совет. Благодарю. Ну, вообще, это мировой хит. Мы выросли на этих песнях. Это даже назвать песней нельзя. Это танец. Песня — это танец. Отсюда началось стиль диско. Вы знаете немножко о биографии направления музыки, западноевропейской музыки? Знаю. И когда человек выбирает такую песню, он вообще должен быть зажигалкой. Вы меня вообще не зажгли, абсолютно. Ну, пели. Кстати, и аранжировка у вас какая-то не такая четкая, какая-то вся серая. Она должна тут была греметь, заставить нас вот эти тяжелые, вот эти бас-гитара должна, ударные, чтобы это все захотелось нам танцевать. Кстати, я хотел тоже танцевать. Но мне это как-то вы меня не убедили. Поэтому я не могу сказать вот это да. Спасибо. Это аранжировщик виноват. Стас Петрович, что скажете? Ксения, да, действительно, песня танцевальная. Чего мне не хватило? Вот действительно, скажем так, песня такая вот в вашем исполнении прозвучала чуть монотонно, потому что не было нигде развитий. Вы очень шикарно выглядите сами. Есть харизма, есть пластика, есть хороший взгляд. Вот это зритель вот такой обожает вообще. Вот. Единственное, то, что я хотел сказать, если вы взяли эту песню, как-то бы украсили, например, как мелизматикой, вообще по-другому я бы сегодня услышал эту песню. Просто есть куплет, припев, и все. А там есть очень много проигрышей, где вы просто танцевали, показывали себя. Если вот в каких-то моментах были бы мелизмы, украшали бы как-то последний припев, может быть, да, как-то красиво. Но было там что-то, но вот это было очень мало. А вот действительно, коллеги правы, что не хватило драйва еще. Спасибо. Дальше развивайтесь. Удачи вам. Спасибо огромное.
Дорогие друзья, за нашу лучезарную, красивую Ксению нужно проголосовать и поддержать. Для этого вам необходимо на короткий номер 5533 отправить смс-сообщением со словом «ход» и номером нашей прекрасной участницы. С оценкой жюри я, конечно же, согласна, как я не могу быть согласна с профессионалами. Я полностью их поддерживаю и поняла все свои недочеты. Я пришла сюда за удовольствием, и я его получила. Прежде всего, такой опыт – это, конечно же, учеба. Мы не профессионалы, мы здесь половина любителей, так что для нас это полезно. Следующая наша участница Светлана Васильева, отличник системы образования нашей республики, директор этнокультурного центра, которая приехала к нам из Нерюнгринского района села Иенгра. Это то самое село, где бережно хранят язык и культуру предков. Я Светлана Васильева, я приехала из Нерюнгринского района села Иенгра, где компактно проживают эвенки нашей республики Саха-Якутия. Я работаю директором этнокультурного центра «Эян» имени Валентины Степановны Януховой. Сегодня я хочу принять участие здесь как вокалист и исполняю песню, которая называется «Спящая красавица». Это песня-легенда о нашей горе, которая расположена в нашем иенгринском и янкийском национальном наследии. Существует такая легенда, в честь которой назвали нашу гору «Спящая красавица». Что еще хочу сказать о себе? Я на самом деле педагог, проработала в системе образования более 15 лет и в данное время работаю в управлении культуры, скажем так, да? Мое хобби, я люблю, конечно же, петь. Когда я еду за рулем, я люблю слушать музыку, петь. Впервые пробую себя как певица. Я мать многодетная, воспитываю 3 замечательных сыновей. Передаю всем привет. Надеюсь, Нерюнгринский район меня поддержит. Всех очень люблю. Высоких и далеких касаются. Склон высокий, крут, ласково зовут тебя красавицей. На закате дня манишь ты меня своим обликом. Не сравнить тебя мне ни с чем. Век тревожишь ты всех своею красотою. Знай же, что всегда все мы связаны с тобою. Ты нравишься всем, спящая красавица, с детства очень милая моя. Любуюсь я тобой, как яркою звездой в ранний час зари. В облике твоем прекрасные черты, как солнце озари. Может быть, хранишь ты в себе, как сказки тайны, неразгаданный их секрет. Век тревожишь ты всех своею красотою. Знай же, что всегда все мы связаны с тобою. Ты
нравишься всем. Спящая красавица, с детства очень милая моя. Всем спящая красавица, с детства очень милая моя. На-на-на-на, на-на-на-на. Спящая красавица. Светлана Васильева. Светлана, скажите, пожалуйста, ну, предполагаю, что песня под названием «Спящая красавица», наверное, ну, не «Спящей красавице» из сказки посвящена. Нет, конечно, объясните. Конечно. Пожалуйста. Песню я исполнила авторскую. Этой песне более 35 лет. Написал ее наш композитор, местный самородок, который назвал «Спящую красавицу». Это действительно не о спящей красавице, а песня о горе, которая названа в давнем Нерюнгринском районе, в селе Йенгра, у подножия горы. В общем, эта гора выглядит таким образом. Ну, женщина лежит, да? Можно увидеть полностью силуэт женщины. Вот. И легенда гласит о том, что в давние времена два брата, две горы соседние влюбились в красивую девушку, в дочь шамана. И за это ее наказал. Началась междоусобица между братьями. Братья превратились в две горы, так и называются у нас две горы. Ну и спящая красавица, вот дочь шамана, наказал ее отец за то, что вот она вот, да, Стала яблоком раздора между двух братьев. двумя братьями. То есть конечно. «Спящая красавица» — это, можно сказать, такой музыкальный памятник. Да. Да, одному из объектов Нерюнгринского. Да, мне хотелось другую выбрать песню, исполнить песню, но я решила взять именно авторскую, которую никто нигде не слышал. Вот. А главная песня, можно сказать, патриотичная. Свои люди поймут. Давайте узнаем мнение нашего уважаемого жюри. Кто начнет? Стас Петрович. Намекает. Песне больше 30 лет. Да. Или как? Да? И авторская ваша. Стихам и музыке этой. Ага. То есть этой мелодии больше 30 лет. Мелодии действительно. 30, Да. Хорошо, я понял сейчас, что за песня «Спящая красавица». Скажу так, ну, песня такая попсовая, аранжировка попсовая. Вот лично мое профессиональное, вот, скажем так, мнение, я бы чуть-чуть поменял фонограмму полностью, потому что это такое священное место, и, скажем так, есть легенда своя. Вот интересная, вот коллеги мои даже побоялись от этой легенды. И, соответственно, фонограмму тоже делать бы так таинственно. И, соответственно, вот именно колоритом, именно народным колоритом. Да, Спасибо. вот вообще Спасибо. здорово было бы. И сейчас я вообще по-другому бы оценивал, например, ваше исполнение. Вот. Поэтому, скажем так, дальше пойте, продолжайте. И если что, ну, давайте вот. Являюсь председателем, поэтому я могу помочь в создании фонограмм. Обращайтесь, если что, я помогу. Если вы очень хорошо расскажете мне про эту историю. Очень Просто я хочу понять, что за история. Вот, хорошо? Мне самому интересно стало. Я вообще люблю такие легенды вообще. Во всех районах практически есть такие легенды. Я всегда слушаю, всегда с интересом отношусь к этому. Вот, и в музыке тоже могу помочь, если что. Спасибо. Можно сказать, что благодаря конкурсу вот это, да, вот такие музыкальные памятники обретут какие-то новые краски, да? Да, вот это да. Вот это да. Юлия Александровна, что вы скажете? Это я испугалась легенды, если честно сказать, сразу подумала, говорю, хорошо, что мой отец не шаман. Такое серьезное наказание, суровое, в гору превратить собственного ребенка.
Песня красивая, национальный колорит. Действительно, вот не хватает вот этого вот в музыке, чтобы было. Ну, а так, вы молодец, чудесно исполняете. Красивая очень песня и хорошее, чудесное исполнение. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, вот это да, вот эта песня. Я сначала не поняла, то есть она действительно как будто бы слова отдельно, музыка отдельно. Вот это очень, очень как бы, да, сбивает. Я не поняла. Но я поняла, что она национальная, потому что я когда-то писала фонограммы для Хатастыря, да, национальные песни именно. Вот якутские национальные, они какие-то вот такие вот подобные, да, песни. А почему вы не исполнили на родном языке? Дело в том, что организаторы мне сообщили о том, что нужна песня на русском языке. Конечно, я бы смогла бы спеть и мне акапелла, кажется, и что у меня есть, в принципе, да. Вот было бы, наверное, может быть, даже лучше, да, и понятнее, если бы она была на национальном языке, да? Ну, не знаю, может быть, я не права. Может быть, на 2 языках вообще здорово было. А может быть, сейчас попробуем кусочек акапеллы? Акапелла давайте попробуем. Давайте. Куплет, чтобы услышать. Ikterevren bira ayamaongat mudong otoron okinunjingan movain buga mitni bugawa omngodingam binungan man ermitni buga nunnegun murieng Таду бедевки бедю, эгда дуи еври, эрмитни буга, дуннегун муриенне. Таду бедевки бедю, эгда дуи еври. Совсем по-другому звучит, да? Такое ощущение, как будто другую песню Да, исполнили. другая песня. другая Вот- песня. вот Это точно эта песня? Это же песня. Вот я вижу вообще другую картину. У меня вообще другая Дело в том, что вот фонограмму мы писали, честно признаюсь, буквально 4 дня назад. У меня звукооператор, ну, в моем в этнокультурном центре, он по национальности русский. Конечно, у него нету... ему сложно писать в национальном стиле. Мы работаем, его направляем, и у нас на самом деле дефицит кадров, которые могут нам сделать качественную профессиональную фонограмму, на самом деле. у вас же Нерингри рядом. Ну, в Нерингре тоже есть звукооператоры, которые аранжировщики, но они тоже не могут написать то, что нам хочется. То, что мы бы видели бы сами. Да. Спасибо. Стас Петрович обещал все исправить. Поэтому конкурс вот это, да, в том числе и для того, чтобы направлять. Спасибо большое нашим уважаемым членам жюри за такую аргументированную критику. Дорогие друзья, наши телезрители могут поддержать Светлану. Для этого необходимо отправить на короткий номер 5533 сообщение со словом «код» и номером нашей участницы, которую вы видите на своих экранах. На самом деле, конечно же, вокал — это мое как хобби. Моя отдушина. Я люблю петь, еду за рулем, включаю музыку и пою. Ну, конечно, вокалом я не занимаюсь профессионально. От своего выступления я получила массу положительных эмоций. Я очень довольна тем, что я не побоялась, рискнула, приехала и показала здесь себя. Несмотря на то, что все-таки, я не профессионал. Всем спасибо. Благодарна жюри за правильную критику. Учтем все замечания. Наша следующая конкурсантка Елена Маркова представляет поселок Махсагалох. Для конкурса она специально подготовила композицию «Летела Гагара». Композиция данная посвящена северной столице нашей Родины, однако для нас, якутян, она совершенно не посторонняя. Потому что в эвенкийской культуре, к примеру, в эвенкийской мифологии, именно эта птица принимала участие в создании Земли. Меня зовут Маркова Елена. Я участница проекта «Вот это да». В этом проекте я участвую впервые. Он для меня в новинку и в то, что он вокальный. Но моя жизнь вся связана с творчеством. С детского возраста я училась в музыкальной школе. Затем я поступила в Якутский музыкальный колледж, где закончила дирижерско-хоровое отделение. И сейчас я вновь в музыкальной школе, только теперь уже как преподаватель. Конечно, очень волнительно, но держу за себя кулачки и надеюсь, что мы встретимся в финале.
Елена Маркова. Скажите, можно ли сказать вот так вот, что музыка является вашим единственным и любимым хобби? Нет, далеко не единственное. Хоть это и моя профессия, скажем так, да, я в первую очередь преподаю теорию в школе, в музыкальной, но кроме музыки у меня еще есть любимое дело — вязание. Я владею инструментом фортепиано, тоже играю с удовольствием. Вяжете как? Что-то мелкое в виде шарфиков и шапочек или же что-то серьезное? Нет, в основном вообще плечевые изделия, наоборот, свитера, платья и так далее. Крупные такие изделия, да? Но я знаю, что у вас еще есть и прекрасная семья, и вы воспитываете с супругом 3 сыновей. Мальчишки. И у вас еще и находится время для того, чтобы подготовиться к конкурсу. Это безумно похвально. Давайте услышим мнение нашего жюри. Владимир Петрович, хотим услышать вас. Ну, это тоже очень известная песня. Кто только ее не исполнял. Но вообще очень замечательные певцы исполняли. Я помню, Жанна Бичевская пела эту песню под гитару. В общем, я сразу почувствовал, что человек очень музыкальный, человек и музыкальным образованием. Вообще хорошо продуманный костюм, стилизовано. Это очень тоже важно, мне кажется, для нашего конкурса. Ну, конечно, при пении я заметил, как коротких 16-х нотах некоторые такие, скажем так, недочеты. Ну, вы же не певица, поэтому я так сделаю для вас скидку. Почему? Потому что вы исполнили очень мудрую песню. Это не каждому удается исполнить. Это потому что очень сложно передать смысл этой философской песни. Тем более песню Александра Морозова, известный, замечательный композитор. Вот. И поэтому мне довольно-таки убедительно вы передали характер песни. Характер песни. А ведь это самое главное в песне, в стиле песни, жанре песни, передать чувства и мысли авторов песни, то есть Александра Морозова. Вы передали, поэтому я могу тоже так же убедительно сказать: вот это да. Ура, ура. А Лариса Алексеевна, скажете ли вы, произнесете ли вы наши сакральные слова? Я хочу сказать, что мне тоже понравилось, как песня была исполнена. Вот, понравилось именно исполнение. Но хотелось бы посоветовать певице, чтобы все-таки, чтобы было красиво вообще идеально, да, но просто позаниматься с вокалистом, потому что вот переходы вот тембральные мне показались как-то немножко было не очень удобно. Сначала один звук такой, потом, когда переход на высокие звуки, уже как-то совсем другой тембр. Может быть, конечно, это как бы задумка исполнительницы, но я советую вам, чтобы потом это было вообще идеально, взять уроки вокала вот, в будущем, потому что это не помешает, только украсит ваш голос, сделает его ровнее, красивее и сильнее. Спасибо вам. Спасибо большое за мнение. Стас Петрович, ваше. Елена, вообще тембр такой чистый, без никаких вот разных этих обертонов. Вообще такой чистый голос. Мне приятно было слушать ваш тембр. Это во-первых. А во-вторых, да, видно, что вокалом не занимались. Почему? Потому что в фальцетах не хватает полетности, вы, наоборот, давите фальцет. И больше используете каких-то, ну, скажем так, выше середины, такую технику, как тванг. Это носом больше поете. Вот это очень сильно заметно. А когда человек очень долго слушает тванг, устает просто. Хорошо? Поэтому вот совет очень хороший. Занимайтесь вокалом, потому что у вас прекрасный такой тембр, такой ангельский тембр. Не хватает только вот техники. Хорошо? Однозначно. Вот тогда вообще прекрасно прозвучит песня. А что касается именно передачи песни, да, вот смысл песни,
Да, вот. Соответственно, да, это действительно такая сложная песня, передать смысл этой песни, потому что кто как поймет. Просто многие действительно не понимают, о чем эта песня. Вот. И, скажем так, вы, мне кажется, справились. Мне было приятно слушать. Спасибо. Вот это да. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, за Елену Маркову, как сказал наш председатель жюри Стас Петрович, за девушку с ангельским тембром мы приглашаем проголосовать. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 смс-сообщением со словом «Ход» и номером нашей прекрасной участницы. Голосуйте. Ой, я очень рада, что я наконец-то сошла на сцену сюда снова. Честно говоря, конечно, я сама себя проанализировала, знаю свои недочеты, но, конечно, ваша оценка сейчас гораздо важнее, и я не ожидала от жюри услышать столько приятных слов. Скажу честно, те ошибки, которые в своем пении услышала я, мне ни один жюри не сказал, оказывается. Были другие советы, чему я тоже очень благодарна, и, возможно, это наконец-то будет толчком для моего уже вокального развития. Все-таки когда-то надо же начинать. Возможно, с этого конкурса начнется мой новый путь в вокальное искусство. Следующая участница нашего телевизионного проекта «Вот это да» – студентка музыкального колледжа, представляющая город Покровск, Алла Павлова. Она мечтает объездить всю республику, чтобы иметь собственное представление о своей родине и земле предков. Всем привет! Меня зовут Алла, и я студентка музыкального колледжа имени Жиркова. Мой музыкальный путь был непрост, так как моя мама не видела этот вид деятельности профессией. Мне было сложно, и ради этого мне пришлось отучиться в среднем и высшем заведении. После чего я уже осуществила свою мечту, и я попала в музыкальный колледж, где нашла своего педагога, Зою Олеговну. Моя мечта осуществилась, а сейчас я на проекте «Вот это да!». И мне кажется, это супер шанс. И я хочу пожелать всем участникам удачи. I'm watching myself drifting away, a vision so dark I cannot stay. I'm reaching out, try and catch myself before I fall. Too little, too late. Can you save me? Where do we go when we walk on light? Who do we call at the edge of night? Carry me close like a teardrops in your eyes. All I can give you is memories. Carry them with you, I'll never leave. I'm lay my head down, and when I'm lay my head up, don't let me go. Hold me in your beating heart, I won't let go. Forever is not enough. Let me lay my head down on a shadow by your side. Don't let me go. Hold me in your beating heart. So let me freeze time before in storms go. The moments go by and life goes on. The torturous stars are taking every breath I wish I held. The love in my heart is never end. Where do we go when we walk on light? Who do we call at the edge of night? Carry me close like a teardrops in your eyes. All I can give you is memories. Carry them with you, I'll never leave. I'm lay my head down, but when I'm lay my
Don't let me go. Hold with your beating heart. You can see me, but you still feel me. I only live in your memory. I mean something. You're everything. You let me down. Take me there. Don't let me go. Hold with your beating heart. I won't let go. Forever is not enough. Let me lay my head down on a shadow by your side. Don't let me go. Hold with your beating heart. Алла Павлова. Скажи честно, волновалась? Да, волновалась. Да, волновалась, а очень радостно ответила Алла. Алла, знаешь, вот в твоей справке говорится о том, что ты, очень любишь путешествовать. Кстати, сколько уже районов посетила в Якутии? Пока только 8. Это приближенные районы. Самый дальний, наверное, был Верхний Вилюйск, куда я доехала на своей машине сама. Сама. Вот отважная девушка. Хочу дать тебе совет, чтобы быстрее объездить родную республику, а в некоторые районы надо 3,5 часа лететь, примерно как до Новосибирска, мы с тобой станем звездами конкурса, вернее ты, а потом ты с сольным концертом поедешь по всей родной Якутии. Договорились? Было бы прекрасно. С благословения, надеюсь, нашего уважаемого жюри все исполнится гораздо быстрее. Что скажете, Владимир Петрович? Во-первых, я сразу хочу сказать о том, что выбрана песня, и как сразу вам говорю о том, что меня убеждает только тот певец, который передает характер, смысл своим вокальными данными. В данном случае я услышал джазовые произведения с большим таким небольшим, скажем, диапазоном соответствующим. Преобладала низкая меццо у вас, да? А вот переходы регистров на верхними абсолютно неубедительные. Если вы берете это произведение джазовое, то вы вообще в совершенстве должны владеть переходами регистров, верхним особенно. Нет кульминации произведения. И, конечно же, выстукивание ритма – это совсем для музыканта очень нехорошее качество. Но вы молоды, у вас все впереди. Всего доброго. Спасибо. Сколько нам еще учиться, скажи? Я на первом курсе, поэтому мне еще 3,5 года получается. Вся жизнь впереди, надейся и жди. Лариса Алексеевна, ваше мнение? Я хочу сказать, Анна, что Алла, извините. ты счастливая девочка, потому что тебе еще 3,5 года учиться вокалу. И ты за эти годы, конечно, окрепнешь, голос твой станет более устойчивым. И все эти тембральные переходы, о которых говорил Владимир Петрович, ты все это сделаешь. У тебя действительно все впереди. И ты молодец, что смелая такая решилась выйти на конкурс, потому что когда-то надо с этого начинать. Поэтому я тебе желаю удачи во всем и осуществить свою мечту — объехать всю нашу огромную республику. Спасибо Удачи. большое. В качестве артиста. Стас Петрович, в качестве артиста, с вашего благословения. Алла, учишься на вокальное, отделение? Да, на эстрадном джазе. На эстрадном джазе, даже так. Но скажу так, вот когда я слушал вас, я думал, вы вообще так говорите или вы специально сделали такой большой зевок, во-первых, потому что вот когда вы говорите, очень так приземленно говорите на самом деле. В вокале очень много используете зевок, такой огромный зевок, не такой, скажем так, средний, да, и наверху, когда поднимаетесь, этот зевок сохраняется, и поэтому, скажем так, не очень убедительно это слышно. И, соответственно, вот то же самое, фальцетная часть пения тоже, скажем так, очень неуверенно было, очень слабо было.
Вот, но все-таки, да, я хочу пожелать вам удачи, потому что вы действительно только начинаете свой творческий такой путь, вокальный путь. Надеюсь, в следующий раз мы посмотрим совершенно другую картину, технически очень сильно оснащенную картину, да. Поэтому желаю удачи, не расстраивайтесь, совершенствуйте свой вокал. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. За нашу прекрасную конкурсантку Аллу Павлову, которая приехала для участия в нашем конкурсе из города Покровска, мы приглашаем проголосовать. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 СМС-сообщение со словом «Ход» и номером нашей целеустремленной красивой участницы. Прошло мое выступление, я очень сильно почему-то начала волноваться перед тем, как меня озвучивали уже, я немножко затряслась и в горле пересохло. Я не хочу, конечно, жаловаться, но я вышла, и да, у меня верха не получились, но в целом я довольна, я рада, потому что это мой первый конкурс, я все еще на первом курсе, и у меня есть время, чтобы подучиться новому, как сказали жюри. Наша следующая участница представляет поселок Махсагалох. Аня еще была совершенно маленькая девочка, когда впервые ее привели на занятия в детскую школу искусств. Она ее окончила, а после вернулась туда уже в статусе преподавателя, когда получила образование. Анна Мясникова сегодня для нас выступает с арией Лауретты. Меня зовут Мясникова Анна Валерьевна. Мне 23 года. Я являюсь участницей телепроекта «Вот это да». Я участвую в этом конкурсе первый раз и очень волнительно на самом деле. Я очень сильно переживаю. Я родилась в Хангаласском улусе, поселок Махсагалох. С самого детства я занимаюсь пением, учусь в музыкальной школе искусств поселка Махсагалох. Закончила школу, поступила на Якутский музыкальный колледж имени Марка Николаевича Жиркова. После окончания колледжа я вернулась в наш поселок Махсагалох и преподаю вокал, общее фортепиано у детей. Заболейте за меня, я очень сильно переживаю. Спасибо вам. Встретимся в финале. Wonder
Анна Мясникова. Столько нежности, столько любви, и мне кажется, самое главное, столько души в вашей композиции. Сколько нужно репетировать, чтобы так исполнить? Ну, я думаю, что всю жизнь. Ну, и с самого детства. Это композицию, которую вы... Нет. Эту композицию, ну, наверное, год. Около года вы ее разучивали, чтобы вот дойти до такого совершенного исполнения. Восхищена Анечка, и еще больше восхищена тем фактом, что вы из многодетной семьи, в которой воспитали прекрасные родители, не менее прекрасных 7 детей. И Анна одна из них. Я думаю, что вами гордится не только детская школа искусств поселка Максагалух, но и вся ваша, безусловно, большая красивая семья. Давайте вместе узнаем, что же скажет наше уважаемое жюри. Владимир Петрович, мне кажется, вы готовы. Я хочу сказать, что ради этого исполнения стоило провести этот конкурс. Поэтому я благодарю телеканал 24, что в нашей республике начали проводить такие замечательные конкурсы, и среди них вот такие появляются звезды. Анечка, вы юны, обаятельны. Спасибо большое. Я слушал это исполнение, вот этот номер из оперы «Жаневский Келлауэт», исполнение народных артистов, заслуженных артистов нашей оперной сцены. И я могу сказать, что вы по-своему трактуете это произведение, потому что вы сами юны, как вот сама героиня Лоретта. Поэтому я говорю, вот это да. Спасибо большое. Ура, ура! Лариса Алексеевна, что скажете вы? Но я хочу сказать, что вот это да. В том плане, что вот на этом конкурсе мы услышали знаменитую арию Лауретты. И, в принципе, я могу сказать, что мне очень понравилась выразительная составляющая вот исполнения. Было очень нежно, как сказала Эмилия. Вот. И вот мне интересно, вот вы заканчивали колледж или... Музыкальный колледж. Наш, да? Вот Якутский музыкальный да, колледж. по вокалу? Да, вокальное искусство. Была у меня преподавательница Яковлева Айя Николаевна. Народная артистка СССР. Понятно. Я хочу сказать, что, в принципе, наверное, на телевидении нужно показывать и классику для того, чтобы люди были знакомы с тем, что в мире существует, потому что у нас же не все ходят в театр оперный, чтобы послушать концерт, скажем, наших мастеров. И то, что вы показали, это очень приятно. Спасибо большое. Вот, так что в добрый путь. Вот, удачи. Спасибо. Стас Петрович, давайте услышим теперь ваше мнение. Анна, вы преподаете, получается, вокал. Да, вокал. Угу. В Максагалотской детской школе искусств. Да, я понял. Мне выступление очень понравилось. Спасибо. Вот скажу, вот это да. Спасибо большое. Вот мне лично академический вокал оценивать, конечно, сложно, чем вот моя коллега. Но, скажем так, мне, скажем, то, что вы сделали, то, что вы передали, я это почувствовал. Спасибо Огромное большое. вам спасибо. Спасибо большое. Дорогие наши телезрители, за шик и блеск, который представила в исполненной арии наша конкурсантка Анна Мясникова, мы приглашаем вас проголосовать. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 смс-сообщение со словом «Ход» и номером нашей очаровательной участницы. Было очень волнительно, на самом деле, я очень сильно переживала, но все жюри были в восторге. И большое спасибо всем организаторам, которые сделали этот телепроект. Я очень рада, спасибо. Для участия в нашем конкурсе «Вот это да» следующий участник прилетел из города Ленска. В его жизни две страсти – это
руль автомобиля и микрофон. Руль автомобиля, потому что он работает водителем в предприятии «Алмаз Дортранс». Ну а микрофон, потому что он безумно любит петь. И все свое свободное время он с удовольствием проводит в приятной компании в караоке. Дорогие друзья, Николай Сыпачев. Я Николай Сыпачев. Я участник конкурса «Вот это да». Родился я в городе Ленск. Всю свою жизнь занимался музыкой. Это, конечно, для меня очень большой шаг сегодняшний, так как я никогда не участвовал в таких больших мероприятиях. В основном были фестивали, караоке. Я работаю водителем в «Алмаз Дортрансе». Очень хорошая организация, очень дружный коллектив у нас. И я думаю, наверное, коллеги, когда меня увидят, наверное, подумают, вот с кем мы работаем. Я на работе сильно не рассказывал о себе, потому что я где-то выступал, где-то пел. Ну, наверное, сейчас увидят. Музыку мне с детства, так же, как и учебу на гитаре, мне преподавала мама. Она в свое время тоже занималась в Москве музыкальным образованием, владеет. Но у нее карьера сложилась по-другому. Я думаю, может быть, у меня сложится что-нибудь иначе. Я думаю, это очень красивый и хороший конкурс. И чем больше народу в нем участвует, тем больше нас увидят. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был, для тебя одной, их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз это облако из роз, лепестками белых роз. Я наше ложе застелю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Белизной твоей, манящей белой кожи, красотой твоей, божественных волос. Восхищаюсь я, ты мне всего дороже. Все у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз это облако из роз, лепестками белых роз.
наше ложе застелю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Вместо лжи красивых фраз, о, это облако из роз, лепестками белых роз. Я наше ложе застелю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Николай Сыпачев, поздравляю вас. Скажите, Спасибо. Скажите, как долго вы учили эту песню? Ну вы так эмоционально, мне кажется. Прям вот взял прямо только что. А если, ну, Прямо скачал и спел. Честно? Да. Я восхищена. Скажите, кому вы эту композицию посвятили? О, посвящаю эту композицию своей жене любимой. Да. Все красиво. Давайте мы послушаем мнение нашего уважаемого жюри, что скажут же они. Заметно ли было, что прямо сейчас скачали и исполнили? Николай прям очень нервничает. Либо же чувствуется репетиция. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, послушали мы вашу прекрасную песню. Песня довольно-таки известная всем, да, популярная песня, которая на каждом конкурсе практически исполняет обязательно кто-то. Но мне, если на то пошло, как бы я буду честна, как всегда, мне не хватило. Мне не хватило проникновенности. Мне не хватило немножко души, ну, немножко вы не прожили, ну, как сказать, немножко не передали песне именно той глубины этой песни, да. Я сам это услышал в песне. И получается немножко местами где-то обрывается, где-то не дотягиваете. Ну, в целом все великолепно, хорошо. Если вы дальше будете продолжать, хотите спеть эту песню, я бы вам посоветовала с кем-то поработать, именно с вокалистом, который бы до ума довел именно голос прекрасный, да, и поработал именно как правильно и грамотно спеть эту песню. Спасибо большое. Спасибо. И обязательно с хрипотцой. Да, вы знаете, к сожалению, уже лет 5, наверное, не выступал на сцене. Ну и, скажем так, я уже не молод. Да, я услышал вас. К сожалению, у меня нет музыкального образования. Мы самоучки. Вот. И вы очень правильно заметили, я не передал всю глубину этой песни. Да, наверное, к сожалению, надо еще было порепетировать. Я прониклась. Тут, конечно, на вкус и цвет. Стас Петрович, раз вы взяли микрофон, давайте продолжите. Ну, мы наверняка все заметили, что действительно так, как надо, не передали песню. Ну, а за кулисами еще я с вами общался. Вы такой веселый человек. Спасибо. Вот, но я не ожидал, что так красиво поете. Действительно красиво поете. Хотя вы говорите, что у меня музыкального образования нету.
Но бывает без музыкального образования человек хорошо поет, и, соответственно, если занимается, то, соответственно, дальше развивается. Вот. Никогда не поздно. Вот. А так, да, вот такая действительно мужская песня. Вот действительно надо вообще проживать. Поэтому вот наверняка вот Айкута Николаевна, скажем так, вот такой вердикт. Я с вами совершенно согласен. Я даже когда ее исполнял, я даже сам слышал, что я просто шел поверхностно. Поверхностное Да, исполнение. я это понял, что вы это тоже услышите. Алексей Анатольевич, ваше завершающее слово. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле, да, отличный голос от природы вам дан. Здесь я только скажу одно. У вас чисто технически такой вы концовки съедаете. Я люблю тебя до слё лепестками белых ро. Вот этого нет. Вы оттягиваете куда-то. Ну, я думаю, это не надо оттягивать, но где-то оно и не прозвучало. По ушам режет, честно говоря. Да, да, я согласен. Вот это возьмите себе на заметку. Концовочки сделайте. А так отлично, все прекрасно. Мне понравилось. Если бы у меня был хороший учитель, то, наверное, может быть, все и получилось бы. В нашей республике много талантливых педагогов. Некоторые из них сидят сейчас вот в составе жюри, даже не весь состав. Поэтому я уверена, что все получится, и мы желаем вам дальнейших успехов. Ну а я напомню для наших телезрителей, что действует СМС-голосование для всех, кто влюблен до самых слез. Мы приглашаем проголосовать за нашего участника. Номер вы видите на экране. На короткий номер 5533 со словом «Ход», пожалуйста, голосуйте. Хороший коллектив. Очень приятно было участвовать в этом конкурсе. Ну, может быть, что-то получилось, может быть, что-то не получилось. Это уже будет решать жюри и зрители. Да, мне очень понравились оценки жюри. Да, к сожалению, я очень долго не выходил на сцену, и, наверное, это все же дало о себе знать. Но, я думаю, жюри адекватно мне показали на мои ошибки. Я их и сам, конечно, слышал в ходе выступления. Ну, ничего, будем работать. Конкурсантка Виолетта Абдурафикова приехала к нам из города Алекминска. Для нее самое главное – это ее семья. Поэтому логично, что композицию, которую она подготовила специально для нашего телевизионного конкурса, называется «Мама». Всем привет! Я Виолетта Абдурафикова, и я представляю Алекминский район. Вокалом я никогда профессионально не занималась, но музыка всегда живет в моем сердце. Этот конкурс дает нам уникальную возможность проявить себя и свой талант. Мы знакомимся с интересными, талантливыми людьми, профессионалами своего дела. Всем участникам я желаю всегда оставаться собой. Слушайте свое сердце и идите к своим целям и мечтам. Мама, мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебром в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало.
разлуки так мне не хватало. Бог хранит тебя. Мама, мама, моя мама, ты родная, нежная моя. Мама, мама, моя мама, и неповторимая моя. Улыбнешься на удачу, значит сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой и года не старят, серебром в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги, Бог хранит тебя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги, Бог хранит тебя. Мама, мама, моя мама, ты родная, нежная моя. Мама, мама, моя мама, и неповторимая моя. Мама, мама, моя мама, ты родная, нежная моя. Мама, мама, моя мама, и неповторимая моя. И неповторимая моя. Виолетта Абдурафикова, скажите, пожалуйста, но вы ведь тоже мама? Да, я мама. У меня 4 прекрасных детей. Двое из которых Близнецы, девочки-близняшки. Да, это действительно достойно аплодисментов. Такая красивая, женственная и такое, мне кажется, чувственное исполнение. Я думаю, что каждая мама, наверное, в свой адрес была бы счастлива услышать такую музыкальную композицию. И даже вот лица наших членов жюри немножко изменились. Что же скажете, Лариса Алексеевна? Ну, впечатлили же, да, вас? Но мне выступление очень понравилось, потому что вот слышна была вот эта вот душевная теплота. Вот. Потом понравился голос такой яркий, красивый. Вот. И у меня даже никаких замечаний нету. Спасибо в адрес большое. Виолетты, потому что чувствуется, что Виолетта поет душой. Это Такую песню действительно ведь так. невозможно петь просто вот так вот. Поэтому спасибо большое и удачи вам, всего хорошего. Спасибо, вот очень приятно. Это да, такая песня прозвучала. Спасибо. Спасибо. Владимир Петрович, ну тут
Все, по-моему, гладко. Виолетта, ну, во-первых, я смотрю вот анкетные ваши данные, что вы являетесь главным специалистом по развитию традиционного художественного творчества. То есть вы специалист с высшим образованием. К сожалению, нет. Нет, да? Ой, Да. ну, В видите? этом году собираюсь поступать. Поступайте. Я вам, так сказать, поддерживаю душевно. Вы, конечно, меня зацепили своим выходом уже, своей улыбкой, очаровали. Пели, на самом деле, музыкально, интонационно верно. Но я вот скажу вам, как музыкант, вы меня все равно не убедили. Я, наверное, слушал исполнение мальчика, который, конечно, в силу своего возраста убедительно, эмоционально передал, как он любит свою маму. Ну, не знаю, может, потому что вы мама многодетная и по-своему как-то выражаете свою маму. Но я думаю, что ваша специальность требует, чтобы мы к вам подходили уже по-другому. Вы же все-таки работаете, да, сами же, то есть как специалист, и требуете такого же высокого отношения. Поэтому я думаю, что песня недостаточно такая большая, не диапазонная, такая средняя, даже ребенок маленький может петь. И я не нашел там новых приемов, как сейчас модно говорить в тренде, инновационных подходов к этой песне, я бы сказал бы. Нет какой-то вот вашей душевной интерпретации. Можно было какой-то вокалист там придумать. Ну, понимаете, у вас все для этого данные и голос соответствует. Вы могли немножко пофантазировать над этой песней. Поэтому вот это мое слово. Вот такое вот. Спасибо большое. Пожалуйста. Стас Петрович, спасайте. Виолетта, вообще песню про маму петь у тебя всегда приятно слушать. Вообще такие песни всегда трогает, всегда, скажем так, человек, который исполняет, всегда искренне поет. Вот. Ну, скажу так, я чуть-чуть хотел услышать сегодня на сцене Виолетту. Вот мне не хватило Виолетты. Просто от оригинального исполнителя очень много что есть. Вот поэтому я хотел увидеть такой образ, такой хороший именно в исполнении Виолетты. Мне этого не хватило. А то, что вы чувствуете, это очень хорошо заметно. Вы передали образ, вы передали настроение. То, что вы переживаете, это очень сильно заметно. А ваши глаза о многом рассказывают. Вот это тоже очень хорошо. Вот вы смотрите, улыбаетесь, тоже воспринимаете так красиво. Это тоже очень приятно. Вот. Я знаю, вы много участвуете в таких мероприятиях, да? Поете часто? Ну, участвую, да. Да, вот занимаетесь, этого не хватает чуть-чуть. Да, к сожалению, нет. У меня нет профессионального образования, и я не занимаюсь с преподавателями, да. Я как бы любитель, можно сказать так. Да, поэтому я пожелание, хотя бы несколько уроков возьмите, тогда очень сильно изменитесь. У вас внешне все есть, представьте. А вот только вот каких-то вокальных, технических моментов, вот это все было бы, мы вот тут, не знаю, сидели бы, плакали бы вообще от такой песни. Поищите свою песню, поищите свою песню. Спасибо. Спасибо, Виолетта. Спасибо вам. Дорогие наши телезрители, а точнее телезрительницы, мамочки нашей республики, объединяйтесь, чтобы поддержать нашу конкурсантку Виолетту Абдурафикову, которая представляет город Алекминск. Вам необходимо проголосовать на короткий номер 5533, отправить смс-сообщение со словом «Ход» и номером нашей участницы. Жюри отметили то, что в моей песне не хватило немножко эмоциональности, индивидуальности. И, конечно же, я восприму это все к себе и обязательно исправлюсь. Данную песню я выбрала неспроста, потому что я сама мама. Мама 4 прекрасных детей. Быть мамой – это наивысшая благодарность Бога.
И пусть каждая мама будет счастлива, и ваши дети будут счастливы. Наш следующий конкурсант Петр Пестерев. Он не имеет профессионального музыкального образования, однако последние 5 лет пробует себя в вокале. Композиция, которую он для нас подготовил, вы узнаете ее сразу с первых нот. Мелодия для наших телезрителей. Меня зовут Петр Пестерев, я пою и принимаю участие в конкурсе «Вот это да». Я родом из села Хаточу Хангаласского района. В данное время я работаю в поселке Максыгаллох, в Центре культуры «Юность», помощником звукооператора. Пением я начал заниматься с 2018 года, когда обустроился работать в сфере культуры. В детстве я всегда хотел быть на сцене, и вот я здесь. Дома болеют моя жена, ребенок и мои родители. Болейте за меня. Что нами пройдены, помнят цвет нежности твоей. Все, как дым растаяло, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Ты мое сомнение, тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Зорь прощальных зарева, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило передать мелодию любви? Ты мое призвание, песня, ставшая судьбой, боль забвения раннего знал Орфей, преданный тобой. Смолкнувшие струны оживи, сердцу вдохновенному верни
верни мелодию любви. Петр Пестерев. Петр, знаете, я думаю, что в нашей стране, наверное, нет такого человека, который не знает вот эту, я бы сказала, классическую уже композицию и старый млад. Почему вы выбрали именно ее? Быть может, какая-то история связана с этой композицией? Да нет, никакой истории. Просто она новая песня. Новая песня в вашем репертуаре? Ага, в моем репертуаре. А почему вы ее включили в ваш репертуар? Почему не «Море»? Ну, «Море» есть. Ой, тоже, Вот. ой, простите. Ага, вторая, Ну, вторая песня Муслима Магомаева. К такой серьезной композиции, очевидно, будет и строгое мнение. Владимир Петрович. С замиранием сердца передаю вам слово. Замирайте, замирайте. Правильная, абсолютно правильная, Эмилия, вы утверждаете. Я хочу вам сказать, что исполнение Петра мне очень понравилось. Спасибо. Во-первых, вам сколько лет? Мне 25. Ну вот видите, вы 25 молодой, а вы передали все вот содержательность текста нашего дорогого Николая Добронравова. Спасибо. Мелодия, конечно, Пахмутовой сама, ну вы знаете, что это великий наш композитор, и она ведь через мелодию передает воплощение настоящей истинной светлой любви. И я это почувствовал. А вот, ну, к сожалению, вот по вокалу я хочу сказать, что в любой песне есть кульминация, расширение, да. И вот на втором куплете мне хотелось, чтобы вы там встали в позу оперного певца и показали всю мощь своего голоса. И поэтому вы немножко меня в этом не убедили. Но я понимаю, что вы же не музыкант. Вот, поэтому я вам даю скидку. Вот. Замечательная песня, замечательное исполнение, я хочу сказать. Вот то, что я сейчас услышал в нашем конкурсе, мне кажется, это 50 на 50. Мне подходит моему, вот, как сказать, как музыкальному обозревателю, мне это ваше исполнение очень близко, очень хороший посыл, замечательное у вас дыхание. Потому что песня сложна в том, что надо долго удерживать ноту, и у вас очень убедительно вы все это делаете. Я говорю, вот это да! Спасибо большое. А я удивляюсь, вот это да, вы даже дыхание слушаете. Все очень серьезно, очень волнительно. Лариса Алексеевна, ваше мнение? Ну, я присоединюсь к своему коллеге и скажу, что вот это да, потому что мне понравилось и голос хороший, и исполнение было чудесное. Единственное, что мне хотелось бы, конечно, сожалеть о том, что у вас нет музыкального образования, потому что это было бы вам очень хорошим подспорьем для своей такой деятельности, да, вот новой, когда вы себя пробуете как певец. Единственное, что мне в песне не хватило, там же есть кульминация, когда прямо хочется вообще показать широту и души, и эмоциональности. И вот я вот как раз подумала, что там не хватило. Может быть, не хватило дыхания, или вот, но это потом объяснит Стас Петрович, потому что как бы он мне сейчас сказал, но он пускай сам скажет. Но это нисколько как бы не уменьшило моего восприятия эмоционально. Мне очень понравилось. И так что продолжайте. Вот это да. Мне показалось, что наша оперная сцена потеряла еще одного артиста замечательного. Да? Да, я согласен. Стас Петрович, у вас уже есть свое мнение. Мы да, конечно, уже есть. Предвосхищаем. Петр, я вас знаю несколько лет. Вы очень много на конкурсах участвуешь. Смотрите, вообще природа одарила. Есть музыкальность, есть прекрасный тембр. Вот. Есть все для того, чтобы совершенствоваться
как артист. Вот. А то, что у вас нет вот профильного образования, это очень сильно мешает. Вот если был бы вокальный такой, скажем так, ну, профессия, да, вокалиста там и так далее, скажем так, вообще тут бы, скажем так, мы единолично голосовали бы, что вы вообще, скажем так, победитель сегодняшнего конкурса. Вот это да, говорили бы. Вот смотрите, есть такой момент. Мы как педагоги, мы все педагоги, когда человек, скажем так, от природы хорошо поет, есть какие-то краски, тембральная краска там и так далее, тогда очень сильно заметно становится, что этого человека нету школы. А если, например, человек такой, вроде, скажем так, просто для себя поет, ну, скажем, не музыкальный даже человек, тогда, конечно, этого незаметно. А когда человек красиво поет, тембр хороший, сразу видно становится, что нету скажем так, школы. Вот поэтому мое пожелание, чтобы хотя бы где-то учись. Уже мы знакомы давно, а уровень такой же. Это во-первых. В будущем, если так будешь продолжать петь, это превратится на пародию превратится. Вот я не хочу, чтобы этого было. Хорошо? Вот я знаю, у тебя все есть, потенциал есть. Тем более только 25 лет человек. Хорошо? Петр, договорились, да? Вот я вижу, ты часто выступаешь на разных площадках. Вот хотелось бы, чтобы это, скажем, вот недавно вот Владимир Петрович говорил, театр... Оперная сцена потеряла да, второго артиста. Потерял такого таланта. Все есть. Воспользуйся таким шансом. Хорошо. Спасибо. Наши дорогие уважаемые телезрители, сейчас ваш выход. За одаренного природой нашего Петра Пестерева мы приглашаем вас проголосовать. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 СМС-сообщением со словом «Ход» и номером нашего Петра Пестерева. В подобных телевизионных конкурсах участвую во второй раз. Это для меня большой опыт. Члены жюри посоветовали мне отучиться и побольше выступать. И я бы хотел пожелать удачи всем участникам. Наша конкурсантка Кристина Шадрина в эти дни получает высшее образование в Арктическом государственном институте культуры и искусств. В будущем она профессиональная театральная актриса. Однако за хрупкими плечами этой юной девушки уже есть серьезная вокальная школа. Не так давно она была одной из солисток группы Rose Gold, что в переводе означает «розовое золото». Давайте вместе посмотрим, поддержим тот номер, который она подготовила сегодня специально для конкурса «Вот это да». Приветствую всех! Меня зовут Шадрина Кристина, мне 22 года. Я студентка Арктического государственного института культуры и искусств, кафедры актерского искусства, второй курс. Моя родня и я родом из Среднеколымского улуса. Помню, еще с дошкольного возраста я пела в детских утренниках песенку «Чимби-римби». Это была моя любимая песня, а также я обожала любить песню «Мамонтенка». В школе моим первым преподавателем был якутский мелодист Степанов Роман Константинович. Я очень благодарна ему за то, что в осознанном возрасте дал мне понять, чем я хочу заниматься в жизни.
Somewhere after midnight, in my wildest fantasy, somewhere just beyond my reach, there's someone reaching back for me. Raising on the thunder and the rise and with the heat. It's gonna take a Superman to swim me off my feet. I need a hero. I'm holding on for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding on for a hero till the morning light. He's gotta be sure and he's gotta be soon and he's gotta be large of the light. I need a hero. I'm holding on for a hero till the morning light. I've been among the spinning heavens above. I've been a legend splits the sea. I can swear there is someone somewhere watching me. Through the wind and the chill and the rain and the storm on the floor, I can feel his approach like a fire in my blood. I need a hero. I'm holding up for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding up for a hero till the morning light. He's gotta be sure and he's gotta be soon and he's gotta be large of the light. Holding up for a hero till the morning light. Ledge of the line, ledge of the line. Кристина Шадрина. В рамках нашего телевизионного проекта прекрасная Кристина представляет землю своих предков, Среднеколымский район. Кристина, чуть поближе подойдите, пожалуйста. Вот учитесь вы на актрису, да, театральное искусство изучаете сегодня, при этом прекрасно поете. Если вдруг в вашей жизни встанет выбор — вокал или театральная игра, что вы выберете? После обучения я планирую пойти по профессии в театр, и музыка, она все равно останется вместе со мной. Я могу совмещать это, я и буду это совмещать. Пение — это для меня все.
не будем ограничивать, не будем. Давайте послушаем, что же скажут наши уважаемые члены жюри, каждый из которых является мастером своего дела. Владимир Петрович. Начнем с вас. Я вот, например, работаю с детьми и со своими учащимися. Всегда требую, чтобы, когда человек выходит на сцену, показывал номер концертный. А что такое концертный номер? Это когда все воплощается в одном человеке. И это я сегодня увидел. Ну вот еще раз усиливается о том, что человек имеет образование, учится актерскому мастерству, и это воплощается сразу на сцене. Хрупкая, красивая, обаятельная девушка, прекрасной прической показала вот такой вот стиль. Вот в песне она выбрала из множества песен именно вот эту песню. Удивительно. И передала ведь это весь образ. Вот даже тут я могу сказать, что все совпадает. Природа ее характера, темперамент, стиль, прическа, тембр голоса. Если у нее есть фанаты, наверное, услышав ее концертном выступлении, были бы в восторге от такого исполнения, от такой прекрасной певицы. Вообще считаю, что вот интеллектуальный уровень певца выражается в том, что найти это произведение, эту песню, и вообще раствориться в этом произведении. Вот мы это и увидели. Вот это да! Благодарю, спасибо. А какое самообладание? Мне кажется, другой бы участник уже здесь, радовался. Может быть, кто-то плакал, я бы прыгала, а девушка стоит скромно и молча принимает все добрые слова. Молодец, молодец. А, Лариса Алексеевна, что же скажете вы, каково ваше мнение? Ну, я, во-первых, хотела бы спросить, почему поменяли песню. Потому что вот тут я смотрю, песня «Путь», слова и музыка Саватеева, да? Это, видимо, и местный автор, да? И мне показалось, что вот в этой песне, я, правда, ее никогда не слышала, что, может быть, как раз такие вот актерские находки могли бы как-то украсить, да? Почему-то мне показалось, что при наличии отличного голоса, пластики, вот чего-то не хватало. Или, может быть, заполненности, может быть, подтанцовки или еще чего-то. Да? Но как-то казалось, она какая-то одинокая вот в этой песне. Хотя вроде энергетика была, и голос звучал хорошо. Но вот какая-то пустота, мне показалось, возникла где-то временами. Вот. Но, в принципе, да, голос есть, фактура есть, все неплохо. Спасибо. Спасибо вам. Стас Петрович, Кристина. слушаем с удовольствием вас. Спасибо. Кристина, во-первых, спасибо, что представляешь Среднеколымский район, потому что я сам с Среднеколымска. Я очень рад видеть. Есть, скажем так, наглядно видно, что у вас огромный опыт, да? Выступали на сцене до этого, да, конкурса. Да. Это сильно заметно, потому что вы уверенно держитесь, даже когда вот наши замечания так воспринимаете достойно. Это все заметно на самом деле. Вот. А по поводу песни, да, я услышал, честно, сейчас концертное выступление. А у нас сегодня конкурс. Вот. Когда вы начали петь, до середины вообще красота, кайф. Я вообще, скажем так, тут вау, Кристина, давай, Среднеколымск, давай, вот. Сидел вот таким образом. А потом в конце мне не хватило вот чего-то, какого-то развития. Вот скажу, что именно не хватило, какие моменты. Больше там хотелось импровизации. Вот так как песня такая, у вас есть драйв, у вас есть техника фрай, там вот эти моменты очень хорошо пользуешься, этими моментами очень хорошо пользуешься. А вот именно не хватило вот этого развития. Там надо было использовать какие-то, скажем, мелизматические моменты, какие-то там, вот наоборот в конце песни очень много фальцетом пела. Вот это наоборот. Мне кажется, надо было сократить или что-то. Там, скажем так, все, то, что было до этого, все это уже
потерялась. Поэтому вот именно замечание... Сама занималась, да? Или педагог с тобой занимался? Я занималась с педагогом Айталина Савична Адамова. Мне очень помогла. Эту песню я выбирала как раз из-за того, что я ее более-менее как-то держала у себя в репертуаре и использовала ее, скажем, чаще, чем остальные песни. Поэтому я была в ней уверена. То есть ранее исполняла эту песню? Да. На концертах? Не на концертах, также на конкурсах. Да, вот именно мне не хватило. Вот фальцетная часть, вот эта последняя часть, там была кульминация хорошая, и там в фальцетной части может быть какие-то мелизматические моменты, а просто так, что песня так идет, а потом в конце аккуратно так фальцетом заканчивается песня. Вот просто лично мое мнение, ну я, скажем так, хотел какой-то большой кульминации. Почему я так говорю? Потому что у вас все есть, у вас драйв, вот, очень хороший голос, шикарно выглядите на сцене, есть все, вот актерское мастерство, вы показываете, именно передаете песню, вот именно я хотел дальше чего-то волшебного. Вот это вот только вот. А так, спасибо большое. Я хочу пожелать, чтобы вот не бросили эту деятельность, пели всегда, вот как вы сейчас говорили. Музыка всегда остается, вокал всегда остается. Вот. Это просто правильный подход к песне, и все. У вас все есть, остальное все есть. А можно задать вопрос? А почему вы поменяли репертуар? У вас же вот в программе записана песня «В путь», а вы поменяли. Почему? Что вас сподвигло-то? Изначально я не знала то, что песни могут быть и на иностранном языке, поэтому я решила выбрать лучше ту песню, в которой я уверена, и поэтому я поменяла ее. Спасибо. Добрый путь. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие телезрители, самое время голосовать за нашу конкурсантку, которая продемонстрировала прекрасный вокал и актерское мастерство. Кристина Шадрина. Дорогие друзья, голосуйте. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 СМС-сообщением со словом «Ход» и номером нашей очаровательной участницы. Я выбрала эту песню, потому что она мне, так скажем, очень близка по характеру, по драйву. Сама оригинальная исполнительница Бонни Тайлер мне очень нравится, зашла мне в душу. И эта песня в переводе, что означает «Мне нужен герой». Каждой девушке нужен, чтобы рядом стоял ее герой, который ее поддержит, который будет ценить ее и любить. Я очень благодарна жюри за все их замечания, за все их... Это даже скорее не замечания, это... Они направляют меня, они помогают мне, моему творчеству идти дальше вперед, не стоять на месте. Я за это им очень благодарна. Спасибо большое за эти впечатления, за эти ощущения, за эти чувства. Вот это да! Спасибо. Нашу программу сегодня завершает Андрей Латышев. Он представляет город Алекминск. Сегодня он получает высшее образование в Арктическом государственном институте культуры и искусств, где прекрасно справляется с изучением вокального искусства. Помимо того, что он студент, он прекрасно выступает как на концертных площадках в качестве артиста, так и в качестве конферансье. Встречаем! Добрый вечер, меня зовут Латышев Андрей, я участник телевизионного конкурса «Вот это да». Музыкой я занимаюсь еще со школы. В детстве я хотел стать именно певцом-вокалистом. И сейчас, в данное время, я студент АГИКИ, отделение «Вокальное искусство», класс преподавателя народной артистки России и Якутии Айталины Савичны Адамовой. И хочу ей передать огромную благодарность за поддержку. И, конечно же, моим дорогим землякам, алекминчанам.
Песня печаль, дальняя даль, лица людей простые, вера моя, совесть моя, песня моя, Россия. Время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Я прохожу в мраморный зал белой твоей пурги. Русский вальс, трепетный круг, солнца и вьюг. Милый друг, вот и прошли годы разлук. Милый друг, вот и пришли годы любви. Русский вальс, нашу любовь благослови. Жизнь моя, Русь, горе и грусть, звезды твои седые. Издалека я возвращусь песней твоей, Россия. Все позабыв и не скорбя, можно прожить вдали. Но без тебя нет у меня любви. Русский вальс, трепетный круг, солнца и вьюг. Милый друг, вот и прошли годы разлук. Милый друг, вот и пришли годы любви. Русский вальс, нашу любовь благослови. Вешних лугов, праведных слов буду беречь ростки я. Вера моя, удаль моя, песня моя, Россия. Время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Я прохожу в мраморный зал белой твоей пурги. Милый друг, вот и пришли годы любви. Русский вальс, нашу любовь благослови. Русский вальс, нашу любовь благослови. Русский вальс, нашу любовь благослови. Шеф. Андрей, знаете, вот в вашей анкете, которую вы подали при заявке в конкурс, там сказано, процитирую, ваш девиз по жизни: стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Это ваши слова или позаимствованные? И второй вопрос: в чем смысл вашей жизни, вы видите? Ну, смысл моей жизни — это главное любить свою родину и быть всегда рядом со своим народом и со своими зрителями. Быть полезным своей родной республике. Это очень похвально, и это достойно действительно примера. Ну а ваш вокал, конечно, я думаю, не оставил
без эмоций не только меня, но и наших членов жюри. Лариса Алексеевна, что вы скажете? Ваши впечатления каковы? Ну, во-первых, я хочу Андрея поздравить, потому что близится уже окончание, да, вуза, при том, что это, можно сказать, единственный вуз, где люди могут получить профессию музыканта, ну и все, что связано с культурой. Но я хочу поздравить еще вот с выступлением. Мне очень понравились низы, очень красивые, благородные низкие ноты. Вот. И я вообще как бы очень люблю басовый вот регистр, потому что он как-то украшает и, скажем, любые спектакли, любые песни, когда это звучит и красиво, это просто, ну, как бы бальзам на душу, скажем так. Вот. И вот эта песня, она тоже была выразительно исполнена. Молодец. Вот. И я желаю удачи. Спасибо. Вот. Всего хорошего, да, потому что уже тогда, получается, со следующего сезона будете работать в театре или как? Да. Да? Ну вот, желаю удачи. Спасибо. Всего хорошего. Пусть все исполнится в самом лучшем виде. Владимир Петрович, скажите, каково ваше мнение по поводу нашего Андрея? Когда наша очаровательная ведущая Эмилия представила вашу характеристику, что вы студент Арктического государственного института культуры и искусств вокального факультета, где работают высококлассные наши певцы, мастера музыкальной педагогики, вокальной техники, то, конечно, требования к вам очень высокие. Я же не могу сравнивать с вокалом Петра Пестрякова, правда же? Вы же сами понимаете, завтра вы закончите, станете сами преподавать. И поэтому могу сказать только положительные качества. Например, конечно, как у вас прекрасная дикция, бесспорно. Баритональный тембр раскрыт, в нижних тонах, скажу. Вот только единственное, это ваши плюсы. А остальное я не могу сказать, что очень хорошо. Например, вы не добрали высокую ноту, верхнюю ноту. Кульминация практически неубедительная. Вот, могу сказать так, что... Потом вы же сами же певец, вы должны понимать, что эту песню исполнял Юлиан, который первый исполнитель этой песни Александры Пахмутовой. То есть вы должны петь супер лучше Юлиана, если уж выбрали эту песню. Поэтому я не могу сказать, вот это да. Спасибо. Чувствую себя виноватой, что представила вуз теперь. Не учится, нормально все. Просто Андрей Латышев. Стас Петрович, ваше мнение? Я Андрея знаю давно. Он такой очень музыкальный парень. Я, наоборот, поддержу, потому что я знаю, он очень упорный человек, у него богатый репертуар. И, скажем, он учится, закончил колледж культуры и искусств. Сейчас в Арктическом институте на каком курсе? Первый курс. Первый курс только. Вот, первый курс только, поэтому, скажем, Он же не арию исполняет, правда? мы увидим его. Ага, вот, поэтому, Андрей, я пожелаю, чтобы вы дальше развивались, упорно занимались. Мне кажется, у вас для этого все есть. Вот, послушайте замечания нашего члена жюри Владимира Петровича и совершенствуйте. Я знаю, что вы можете это делать. Что касается песни, да, вот песни, скажем так, я сильно не почувствовал вот именно художественное отношение к этой песне. Вот, не знаю, что случилось с тобой, но вот я хотел больше переживать вместе с тобой на сцене. Вот этого мне не хватило сейчас. Вот, рассказывать песню на сцене — это очень важно.
Хорошо, тем более вот такой артист, как вы, Андрей. Хорошо, так что желаю удачи, учись, трудись, самое главное, трудись, и все у тебя получится. Спасибо. Спасибо. Дорогие наши телезрители, самое время поддержать нашего участника Андрея Латышева, который завершил сегодняшнюю программу. Для этого вам необходимо отправить смс-сообщение на короткий номер 5533 со словом «Ход» и номером нашего участника, который вы видите на своих экранах. Как сказали члены жюри, мне надо еще поработать с репертуаром. И, конечно, этот Александр Пахмутовой «Русский вальс», не низы, хорошие, еще надо поработать с верхушками. Мне понравилось. Дорогие наши телезрители, мы рады, что этот прекрасный вечер вы проводите вместе с нами. Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, я напомню, что сейчас время второго республиканского песенного конкурса «Вот это да». И сейчас настало время узнать, кто же победил по мнению жюри, кто же самый красивый, самый сильный голос из городов Якутии. Владимир Петрович, мы хотим услышать сначала ваше мнение. Думаю, что этот конкурс, который проводится на нашем любимом телеканале «Якутия-24», взбудоражит музыкальную общественность, молодежь, студенчество, наших талантливых детей, чтобы они стремились участвовать в таких конкурсах, где они представляют не только вокал, не только свои, скажем так, концертные сценические костюмы, но вообще как у нас прекрасные природные данные, как мы хорошо умеем петь, какая у нас многонациональная республика. Это сейчас очень важно. Конечно, это только начинается, и это так радует, потому что как раз год посвящен детству и году семьи. И этот час как раз телеканал идет в ногу со временем. Я очень счастлив. Спасибо большое за ваше мнение. Лариса Алексеевна, мы хотели бы услышать ваши впечатления. Я хочу сказать, что я очень приятно удивлена тому, что у нас вот есть такой конкурс «Вот это да». Почему? Потому что это прекрасная возможность, мотивация непрофессиональным людям, которые далеки от музыки, испытывать себя в какой-то другой ипостаси, скажем, вот певцом там, кто-то, может быть, какой-то другой конкурс будет, там, чтец или там хореография, да? Но это возможность им себя показать, выступить на телевидении. Это значит, может быть, какие-то будут сцены большие уже потом для тех, кто, станет лауреатом или будет победителем. Поэтому я приглашаю всех. А у нас такая республика огромная, такая талантливая, столько талантливых людей, молодых, и не только молодых, которые поют. Я когда езжу в деревню, то я всегда слушаю якутское радио и удивляюсь, какие голоса у нас в республике есть. Но я, к сожалению, не знаю их имен. Поэтому вот эти конкурсы помогут вот людям, которые не профессионалы, но принять участие и продолжать дальше развиваться, расти. Это прекрасное начинание. Спасибо. Спасибо вам. Ваше завершающее слово, Стас Петрович, как председателя жюри, и главное, кто же победил сегодня? Спасибо. Во-первых, спасибо моим коллегам. Сегодня мы очень хорошо, мне кажется, поработали. Мне было очень-очень приятно с вами работать сегодня. И спасибо Якутия-24, что даете такую возможность конкурсантам проявить себя на сцене. Не только представить свою песню и представить свою родину. Это очень важно, потому что на родине их всегда смотрят, ценят и поддерживают всегда. Тем более, наверняка у многих живут там родственники.
Мне было сегодня очень приятно. Я с удовольствием сегодня смотрел и с удовольствием я слушал красивые голоса песни. А победителем сегодняшнего интерактивного конкурса становится Петр Пестерев. Вот это да! Все как дым растаяло, голос твой теряется вдали. Только что мы узнали имя победителя – Петр Пестерев. Ну а я хочу напомнить, что второго победителя определяют наши телезрители. Дорогие друзья, голосуйте. Голосование, напомню, началось в начале нашего эфира и закончится в пятницу вечером. А через неделю мы узнаем, кто же станет победителем. Участница под номером 1 – Наталья Никитина. Участник под номером 2 – Максим Кузьмин. Участница под номером 3 – Ксения Грищенко. Участница под номером 4 – Светлана Васильева. Участница под номером 5 – Елена Маркова. Участница под номером 6 – Алла Павлова. Участница под номером 7 – Анна Мясникова. Участник под номером 8 – Николай Сыпачев. Участница под номером 9 – Виолетта Абдурафикова. Участница под номером 11 – Кристина Шадрина. Участник под номером 12 – Андрей Латышев. Через неделю мы вновь с вами увидимся, чтобы узнать имя победителя. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами на телеканале Якутия 24. Вот это да!